Громады скал от сотворения мира в хаосе, поднявшиеся к небу. Именно этими строками запева начинается роман Идриса Базоркина «Из тьмы веков». Книга описывает последние десятилетия XIX и начало XX века. Автор романа писал: книга – это не энциклопедия жизни ингушского народа. Она о становлении личности, о борьбе характеров в условиях значительных исторических событий и о людях, создававших эту историю. Открытие памятника роману на аллее имени Идриса Базоркина приурочено к 50-летию его выхода в свет 22 мая 1968 года. Спустя полвека монумент книги открывают потомки Идриса Базоркина. Никогда не оборвется веков связующая нить, пока потомки будут помнить и чтить достойных сынов своего народа. Над скульптурой работал заслуженный художник России Николай Дзукаев. Дизайн и внешний вид будущей композиции местные власти, ставшие инициатором проекта, обсудили со старейшинами рода Базоркиных. Сколько бы мы ни старались бы, сколько бы не называли бы улиц, площадей, памятников в честь великого писателя, мы все равно не сможем отдать ему дань памяти настолько, насколько он этого заслужил. А он заслужил очень многое. Заходящее солнце добело высветило скалы Цейлома, которые стеной окружают крохотные терраски пахотной земли. Посреди этих земель возвышается каменная глыба. Так начинается роман. Автор описывал пейзажи в горной Ингушетии настолько реально, что кажется, будто он писал пейзаж, как художник на лоне природы. Каждую написанную часть вечером в кругу семьи автор обсуждал с родными. Все они сегодня здесь – супруга, дети и даже внуки. По известному выражению, народ, который не знает своего прошлого, не чтит его, он не имеет будущего. Поэтому я хотел бы сказать в завершении, что этот памятник – это как раз лучшее доказательство того, что ингуши чтят, помнят свою историю, своих героев и воздают им должные почести. «Из тьмы веков» – первая книга из трилогии. Обитатели башен и тайны замка Альгетти не вышли в свет из-за событий осени 92 года. Первая книга заканчивается событиями, происходящими в 1918 году. Чтобы написать роман, автору понадобилось ровно 152 дня. Ко второй и третьей книгам уже были готовы заготовки, очерчены основные сюжетные линии, написаны характеристики и некоторые диалоги. Весь этот материал утерян. Дочь Идриса Аза попыталась сохранить хоть малую часть написанного и переписывала материал от руки. Кое-что у нее сохранилось. По мотивам романа не раз ставили спектакли, причем постановки каждый раз собирают полные залы зрителей. Сегодня без театральных декораций отрывок из спектакля играют актеры Русского государственного музыкально-драматического театра Ингушетии. Суд ходится не за нормально. Малей. Hazır ukdak doğuşmuz. Hazır dairətin diye gırnyanı gırdoş yapış bahtı. Vaz ayıha. Almış gibi parha sakır olu. Sıkarsa ilmiyat hakati. Mizi ketiri tariya sakıç. Ay az hukuk parkar. Zıt sıkır. Az yutur çağırıyor iyi. Идрис Базоркин посвятил свою жизнь литературе, но, будучи политическим деятелем, участвовал и в становлении ингушской автономии. Он говорил: «Мне пришлось быть участником или свидетелем многих событий нашей эпохи, и я должен всем этим поделиться с современниками и теми читателями, которые будут узнавать нас уже издалека». Так и случилось. Его творчество любят не только в родной республике, но и далеко за ее пределами. Этот роман, эта книга стала лекарством, которое лечило израненные души ингушей. Она рассказала правду о нас всему миру. Роман «Из тьмы веков» без сомнения стал опорой для возрождения духа народа. Этот роман, как и другие произведения ингушского классика, включены в школьную программу ингушской литературы, ведь в нем описывается быт, нрав и обычаи ингушского народа. Залина Могушкова, Магомед Дидигов, Новости 24.